Алина, здравствуйте. Алина, вы меня слышите? Я все слышу, но ничего не вижу. Так, ну, у меня скрыт, то есть видео скрыто, у меня только звук получается. Мгм. Так, ждем остальных участников регистрацию. Хорошо. Хорошо. Так, ну, в сети, в принципе, практически уже все вошли. Можете начать приветствие, обратная связь. Ну и можем начать, как вы Так, где я могу наблюдать обратную связь? В чате, верно? Да, в чате. Так, с файлами проверим сразу, все ли у нас на месте. Все на Да. месте. Мгм. Немножко в другом порядке загрузилось, но я думаю, это не критично. Мгм. Ну что ж, всех будем приветствовать, наверное. Вижу Сахаяна Дегтярева, Олег Муратов. Давайте подождем еще остальных участников. Буквально еще до 11:05, да, наверное, Да, чтобы нет вопросов. разную информацию. Лилия Сергеева присоединилась. Добрый день. Смотрите, я пока тем, кто уже здесь есть, вот вы в чате пишете, да, у вас есть еще соседняя вкладочка, Демьян Матрос, у вас есть соседняя вкладочка «Вопросы». Вы можете по ходу того, как мы с вами будем общаться, свои вопросы туда вписывать. Я время от времени буду на эту вкладку заходить, смотреть, возможно, сразу отвечать, возможно, мы вторую часть нашего мастер-класса посвятим как раз разбору тех вопросов, которые там будут вами озвучены, прописаны. Так, еще у нас 2 минутки на подключение остальных участников. Так, давайте мы попробуем сейчас для того количества участников, которые у нас есть, зашерить экран. Да, Анатолий? Да. Покажем им? Давайте покажем экран, чтобы все поставили плюсики, видят ли они экран, могут ли они посмотреть нашу картинку. Давайте покажем им сейчас, рандомно. Давайте Первый там, да, первый брендбук покажем и полистаем. А наши участники семинара нам напишут сейчас в чате, видят ли они картинку. Так, Олег Муратов видит, Сахаяна видит, Демьян видит, Анна Постникова, добрый день. Так, я думаю, в принципе, Галина, добрый день, все видно. Так, хорошо. В принципе, можем, если хотите, фоном эту картинку оставить, просто для того, чтобы у нас было на что смотреть во время семинара. И еще такой вопрос. Все остальные подключились без видео, да? Или у нас этот формат веб-вебинар, он не подразумевает обратного видеосвязи от участников? Это вопрос к администратору. Да, все верно. Получается, участники видят только спикера, ну и в данном случае слышат администратора. Обратная связь только у нас через чат получается. А поговорить они тоже со мной не могут, да? То есть аудио у них тоже нет возможности общаться. Понятно. Хорошо. Какие ограничения тогда у наших участников? Вообще, конечно, формат мастер-класса подразумевает не только то, что я вам буду рассказывать, это не лекция, а больше такой, интерактив с вашим погружением. Мне важно, чтобы вы поняли, для чего нужен визуальный контент. Вообще цель нашей сегодняшней встречи – это именно то, что вы должны понять, для чего нужен визуальный контент, почему это сегодня именно так важно, почему раньше мы не сильно об этом думали, возможно, да, почему сейчас следует обращаться к профессионалам за этим. И если, мне бы хотелось, чтобы вы, как предприниматели, я так понимаю, сегодня у нас собрались в основном предприниматели или представители какого-то бизнеса, чтобы вы на реальных примерах из своей практики поняли, что вы делали не так и что можно сделать для того, чтобы
ну, достичь основной цели предпринимательства и повысить продажи, увеличить прибыль, выручку и так далее. Вот, поэтому я тогда буду внимательно следить за чатом, потому что я думала, вы иногда будете меня перебивать и задавать вопросы, но я буду теперь тогда смотреть здесь. Давайте выберем формат. Тут мне будет неудобно прыгать из сообщений в вопросы. Вы будете в сообщениях или в вопросах задавать? Как вам? Давайте, может, все уже тогда в сообщениях общаться. Анатолий? Да, я думаю, лучше будет, конечно, через чат, в принципе. Угу. Вопросы, в принципе, я буду периодически смотреть, может быть, кто-то чуть позже подключится, или, может, нечаянно вопросы будет задавать именно где вот вкладка «Вопросы». Если я замечу, что вы не увидели, я параллельно буду подключаться и предупреждать вас. А так, конечно, было бы удобно, если все будут через чат писать. Хорошо. Так, мы всех дождались, у нас время уже 8 минут, или мы еще кого-то ждем? Я думаю, из уважения к тем, кто вовремя подключился, мы можем уже начать, наверное. Ну что ж, дорогие коллеги, друзья, слушатели, меня зовут Алина Алексеева, я директор творческой платформы «Пространство», где сейчас, собственно, я нахожусь. Во время всего семинара вы, наверное, сможете видеть, немного слышать происходящие процессы у нас на работе. Но, слава богу, у нас не машиностроительный завод, так что, я думаю, сильно нам это мешать не будет. Сегодняшняя наша тема – это визуальный контент. Я работаю с визуальным контентом уже много лет. Я думаю, что каждый из вас может назвать себя пользователем визуального контента, потребителем визуального контента, потому что все мы имеем некоторого рода презентацию себя, как минимум, да, то есть когда человек заглядывает в зеркало и видит, как он выглядит, это самопрезентация в некоторой степени. Мы визуалы от рождения, и с этим научились работать маркетологи, с этим научились работать психологи, с этим научились работать продажники, и мы не можем это игнорировать. Мы не можем это игнорировать, и поэтому сейчас все продажи, все предпринимательство строится в основном на том, чтобы создавать правильный визуальный контент для правильного позиционирования бренда, для правильной подачи, для правильной работы со своей целевой аудиторией. И не зря этому уделяется такое большое внимание. Давайте мы сразу определимся, что мы подразумеваем под визуальным контентом. Я сейчас вам дам такую небольшую сводочку, да, что мы вписываем в визуальный контент. Когда я говорю «мы», я имею в виду не творческую платформу «Пространство» или не себя и моих друзей, я имею в виду маркетологов, дизайнеров, которые пользуются этого рода категориями, да, что такое визуальный контент. Так, к визуальному контенту мы относим в первую очередь упаковку, логотип. Да. Сейчас вот можно сразу, Анатолий, вас попросить, давайте мы откроем, допустим, вторую страницу этого же брендбука. Анатолий. Так. Угу. Вот здесь вы можете посмотреть, да, это содержание брендбука. Брендбук – это книга о бренде, назовем ее так. Хорошо видно содержание? Я так понимаю, что нельзя увеличить. Анатолий, вы можете увеличить картинку, чтобы она была побольше на экране? Так, в принципе, если перевернуть, может быть. В чате посмотрим. Так, в чате пока никаких сообщений нет. Это потому, что все пока понятно, или это потому, что ничего не видно? В принципе, тут есть масштабирование небольшое. Да, у рядового пользователя должна быть такая функция. Пишут нормально, видно. В принципе, можем продолжать. Хорошо. Давайте тогда продолжим. Я думаю, фоном можно полистать, что у нас там внутри есть в содержании, да, то есть сейчас посмотрите содержание, что мы включаем в визуальный контент, как мы можем работать с
упаковкой бренда. Упаковка, маркетологи используют это слово в более широком понимании, то есть когда обыватели говорят упаковка, мы, как правило, представляем какую-то коробочку, может быть, или пакет, или подарочную упаковку, да, а маркетологи используют понятие упаковки, это как презентация, внешний вид, понимание того, о чем хочет нам сказать бренд, о том, с кем он говорит, о том, на каком языке он хочет разговаривать. Давайте сразу разберем пример. И все-таки вопросы сразу, ладно? Потому что я буду двигаться дальше по темам, и если где-то что-то, ну, остаются какие-то моменты, я, может быть, не до конца хороший пример привела, или вам стало как-то непонятненько в каком-то месте, сразу спрашивайте. Тяжело вот так в одну сторону потоком речи общаться. Все-таки в этом плане Zoom, конечно, поинтереснее площадка. Пример, значит, о том, какие бренды бывают. Ну, возьмем, например, два схожих продукта, которые работают с разной целевой аудиторией, которые по-разному упаковывают свой бренд. Допустим, мы возьмем с вами магазин одежды. Это такой общедоступный пример. Магазин одежды H&M и магазин одежды, ну, допустим, какой-нибудь люксовый бренд, пусть это будет Dior. В чем принципиальная разница между Dior и H&M? Мы понимаем, конечно, все с вами, да, что разница есть. По какому принципу упакован H&M? H&M упакован для класс средний, ниже среднего. Как мы это понимаем? Во-первых, это рекламная кампания. Да? В рекламной кампании H&M не используют лица мировых звезд, не используют каких-то ломов, не используют фэшениста. Да? То есть они работают с простой молодежью, с которой может себя ассоциировать их целевая аудитория. H&M выполнен то есть логотип H&M выглядит очень минималистично, без претензий на люкс, на шик. Мы понимаем, мы сразу понимаем, какой это ценовой сегмент. Магазины H&M большие, они похожи на масс-маркеты, то есть позиционирование такое, что это нет какого-то условного ограничения. Все могут это купить, все могут туда зайти, все могут что-то для себя выбрать. Далее по H&M, да, рекламная кампания, насколько она широко, ну, как бы, насколько она всеобъемлющая, то есть на все рынки работают. Они одевают детей, они одевают молодежь, они одевают, в принципе, возраст там 35+, но это всегда одинаковая рекламная кампания, всегда масс-маркет. Что касается Dior, тоже одежда, тоже одевают детей, взрослых и 35+, да, но позиционирование на рынке совсем другое, упаковка совсем другая. То есть Dior это дорогой люкс, это всегда небольшие бутики, это всегда индивидуальный подход, это всегда премиальная рассылка для фэшениста, это всегда показы, это всегда какие-то инфлюенсеры, да, то есть это всегда работа с мировыми звездами, это коллаборации с большими дизайнерами. Казалось бы, два игрока на одном рынке, это одежда, аксессуары, там, допустим, да, но совсем разная упаковка, совсем разное позиционирование. Отсюда сразу вывод. Позиционирование на рынке рождается из анализа того, с кем вы работаете, кому вы хотите продавать и как вы хотите, чтобы вас воспринимал ваш клиент. Здесь, например, мы вот на примере сейчас видим брендбук компании LG. Это местный производитель, который занимается преимущественно изготовлением молочной продукции. Есть у них еще в линейке там разное, по-моему, мясо представлено у них, но в основном молочной продукции. Пример брендбука LG пример очень сложной, кропотливой работы с клиентом. Почему? Потому что понимание, как клиент, как предприниматель хочет, чтобы его воспринимал покупатель, не было. Каким хочет казаться бренд LG на рынке, конкурируя со своими, ну, на своем рынке конкурируя, да, тоже понимания не было. Какую нишу ценовую будет занимать этот бренд на рынке,
тоже не было. Будет ли он конкурировать только на внутреннем рынке или в перспективе хочет выйти на внешний, при этом не меняя свое позиционирование, да, тоже не было. И когда нет, ну вот всех каких-то фундаментальных вот этих кирпичиков, каких-то базы, да, очень сложно работать с упаковкой. Я думаю, что давайте здесь сделаем точку, и я у вас спрошу. Те компании, которые сегодня у нас тут присутствуют, те предприниматели, тот бизнес, есть ли у вас понимание сейчас, кто вы и для кого вы работаете? Если есть понимание, давайте плюсуйте в чате, если нет, то ставьте минусы или вопросики, потому что я бы вам тогда дала, наверное, эти маленькие небольшие такие инструменты, как понять, кто вы и для кого. Если это не нужно, пойдем дальше по упаковке. Я проверяю чат. Так, все знают. Иван Михайлов, Олег. Так, мнения разделились. Давайте тогда буквально 2-3. Анатолий, хорошо же, да, слышно? Все окей у нас? Время от времени буду проверять. Хорошо. Угу. Так, давайте мы картинку немножко для разнообразия какую-нибудь другую поставим. Например, давайте поставим, сейчас вам выберем что-нибудь интересненькое. Давайте поставим GreenLab. GreenLab – это у нас 4-й сверху брендбук. Это такой интересненький. Ага. И полистаем его немножко влево-вправо. Итак, какие инструменты? Для тех, у кого нет понимания, кто ваш покупатель, для тех, у кого нет понимания, как вы стоите на рынке и как вам нужно себя упаковать. Я же правильно понимаю, что все те, кто сегодня собрались, у вас есть какие-то вопросы по упаковке, по визуальному контенту. Возможно, как многие считают, что визуальный контент – это ответ на все вопросы, связанные с продвижением в Инстаграме. Ну, это так принято. Я не знаю, многие к нам приходят за визуальным контентом, потому что говорят, что у них проблемы с Инстаграмом. Инстаграм немного более сложный инструмент, чем кажется сначала. И красивые картинки в Инстаграме не работают сами по себе. Красивые картинки в Инстаграме работают только в том случае, если вы знаете, какие красивые картинки кажутся красивыми вашему покупателю, и если вы эти красивые картинки для вашего покупателя показываете вашему покупателю. Понятненько? Немножко сложно я сказала, но суть, надеюсь, ясна, да? То есть недостаточно сделать красиво на ваш взгляд, нужно, чтобы это было красиво для того, кому вы продаете, и нужно, чтобы этот тот, кому вы продаете, увидел эту красивую картинку. Вот так работают алгоритмы Инстаграма, именно алгоритмы продажи в Инстаграме. Так, инструменты, которые я хотела бы вам подсказать. Этот инструмент можно делать как самостоятельно, так и, в принципе, в команде. Да? Берете листок бумаги и выписываете туда все услуги, которые вы предоставляете. Ну, допустим, возьмем услуги салона красоты. Максимально просто их расписать. Да? Допустим, вы делаете маникюр, допустим, вы делаете педикюр, допустим, вы делаете макияж, укладки и так далее. Да? Выписывайте их прямо вот стройными рядами. Допустим, маникюр женский, маникюр мужской, детский, покрытие. Все-все-все услуги выписывайте столбиками. И далее определяете, какие услуги вам нравится делать. Например, вот у вас в салоне 4 мастера маникюра и 1 мастер-парикмахер, ну, условно. Вы понимаете, что услуги маникюра вам оказывать нравится. У вас много клиентов на эту услугу, у вас есть все необходимое для оказания этой услуги, да? А может быть, эта услуга максимально маржинальная, а может быть, вы сами мастер, да, в том числе маникюра, а может быть,
ваш салон ассоциируется у клиентов как салон там оказания маникюра. И вы берете хайлайтер, фломастер яркий какой-нибудь, да, и подчеркиваете те услуги, которые вам оказывать нравятся. Вполне есть вероятность, что вы подчеркнете, например, маникюр, какую-то часть услуг из там парикмахера, может быть, это будут только окрашивания, может, стрижки вам не нравятся, потому что там волос много остается, еще какие-то причины, да, может, вам нравится оказывать услуги на продаже косметики в своем салоне, тоже их подчеркиваете. И смотрите на картину, которая получилась. Вы сейчас выбрали то, что вам нравится делать. Далее вы берете другой фломастер, другого цвета, и подчеркиваете те услуги, которые приносят вам максимальный заработок. Ну, то есть какой рынок сейчас вам кажется наиболее перспективным. Подчеркиваете. Там, где маркеры сошлись, условно, да, вот то, чем стоит заниматься по факту. Это упражнение на то, чтобы понять, что вы людям даете, какую услугу вы оказываете на самом деле. Потому что когда мы оказываем сразу много услуг, это бывает обычно в товарах, которые магазины, да. Я понимаю, что есть магазины, которые осознанно выбирают этот путь. Все по чуть-чуть. Но таким товаром позиционироваться нужно как все по чуть-чуть. Все по 49, магазин там, не знаю, 1000 мелочей и так далее, да, это тоже позиционирование, это тоже упаковка. Но если вы хотите упаковаться как что-то эксклюзивное, как что-то индивидуальное, чтобы у человека появилась четкая связь, например, лучший салон красоты – это там что-то, да, или лучшая фотостудия – это там пространство, допустим, или лучшие шины – это Вианор. Если вы хотите, чтобы у вашего покупателя были какие-то определенные, в голове такие связи, то вы должны выбрать те продукты, которые вы реально производите, и которые вы делаете хорошо, и которые желательно приносят вам прибыль, если вы направлены на прибыль. Если вы направлены на имидж, то запросто это первого ряда достаточно. То есть то, что вы хотите делать, то, что вы любите делать и сейчас делаете, это окей. Второе упражнение, которое следует сделать, изучите своих конкурентов. Вы посмотрели, какую нишу вы хотите занимать. Допустим, мы с вами на нашем примере поняли, что это маникюрный салон, например. Посмотрите своих конкурентов. Как они работают, на какую целевую аудиторию они нацелены, как они себя упаковывают. Если мы изучим целевую аудиторию своих конкурентов, да, у нас будет два пути оттуда. Первое – это работать нацеленно с той целевой аудиторией, которая уже на рынке зашерена, которая уже существует на рынке, которая уже покупает эти услуги, но пока не у вас, например, а у ваших конкурентов. Либо второй путь – искать ту нишу в целевой аудитории, которая еще не охвачена. Услуги, которые еще не предоставляют. Возможно, услуги маникюра можно оказывать больницам, в больницах, например. Или, может быть, не знаю, брать предприятия на обслуживание. Я, честно, не знаю, работает сейчас это так или нет, но почему бы и нет? То есть вот такое накидывание целевых аудиторий, оно может привести вас с вашей услугой, маржинальной, не маржинальной, это по вашему выбору, да, но с вашей услугой она может привести вас на новые рынки. Если вы выбрали услугу, выбрали рынок, то пора думать, как этот рынок будет реагировать на вашу упаковку. Если у вас появилось понимание вашей целевой аудитории, понимание рынка, на котором вы будете работать, понимание того, что вы будете им давать, следующий этап, это уже третий этап, да, это формирование ценного предложения для той аудитории, которую вы выбрали. Это уже этап упаковки, но этап упаковки не визуальной, а коммерческой, скорее коммерческой, да, психоэмоциональной упаковки. Допустим, мы решили, что мы берем услугу маникюра и идем на рынок обслуживания больших предприятий, например. Мы выбираем ценности этой аудитории. Допустим, мы говорим, что ценно для предприятий. Наверное, чтобы мы приходили, работали в обеденное время. Наверное, чтобы им не приходилось ждать. Наверное, чтобы всегда было стабильное качество.
Наверное, это должны быть независимые мастера. То есть это должны быть не люди, которые ведут потом эту клиентскую базу за собой, а это должно быть представитель моей компании, который дает стабильное качество, которое в нужное время оказывается в нужном месте. Мы берем эти ценности и упаковываем в свой продукт. Далее мы понимаем, что кто будет пользоваться нашим предложением на рынке. Это женщины, которые работают, у которых нет времени посещать салон вне там, рабочее время. Скорее всего, они ценят лаконичность, сдержанность и, может быть, там, скорость. Исходя из этого, мы можем уже говорить о внешней упаковке нашего продукта. Это должно быть аккуратно, это должно быть сдержанно, это должно быть с тематикой быстро и качественно. Исходя из этого, мы можем, например, уже выбирать какую-то себе визуальную упаковку. То есть делать, вот, например, Инстаграм, да, нацеленный на этот рынок, на эту аудиторию, делать визитки, делать сайт, делать форму для наших. Давайте вернемся на другой брендбук, например, Терех возьмем. И так, сейчас я еще раз посмотрю-ка, что у нас тут было из примеров. Ну да, пусть будет Терех. И там первый слайд откроем, Анатолий. Угу. Вот. Немножко дальше посмотрим, там, где форма у нас есть. Просто полистаем тоже, да. По-моему, тут у них форма была, поэтому я как бы форму сказала, вспомнила. И мы выбираем позиционирование уже через упаковку на нашу целевую аудиторию. Вот. Коллеги, можно от вас немножко обратную связь получить? Есть ли у вас на этом этапе вопросы? Все ли понятно и не слишком ли я там галопом по Европам? И у администратора хочу спросить, сколько у нас еще времени осталось. Так, я смотрю чат, пока. Так, времени, в принципе, полно. Мы в 11 с копейками начали. Ну, до часа у нас, в принципе, планируется. Ну, если за рамки часа выходим, то ничего страшного. В принципе, можно и до 2. До 2 вряд ли получится, но до часу хорошо. Но мне бы хотелось побольше времени оставить на разбор именно бизнесов и вопросов, которые мне зададут наши слушатели сегодняшние. Вот. Все, что я рассказываю, на самом деле, это есть и в теоретических материалах, и если вы сталкивались сами с поиском своей упаковки, то, скорее всего, вы и на практике сталкивались с этими вопросами, которые я сейчас озвучиваю. Так, чат у нас молчит. Спасибо, полезно. Делаем конспект по пунктам. Супер. Кто делает конспект, это очень хорошо, потому что у меня все это чуть-чуть сумбурный поток речи, да? Так, вот у нас вопрос от Ивана Михайлова. Давайте еще раз вернемся. Упаковка, в моем понимании, да, то есть в рамках нашей сегодняшней с вами лекции, это не пакет, не коробка, не подарочный бантик. Упаковка – это предложение, сформированное правильно сформированное и имеющее визуальное обличие для клиента. Вот так понятно я сказала или опять непонятно? Под упаковкой мы сегодня имеем в виду визуализацию бренда. То есть Макдональдс упакован. Так, логотип, да, логотип – это часть упаковки. Например, логотип Макдональдса – это часть упакованного бренда Макдональдс. Мы сегодня с вами не учимся делать брендбук, мы сегодня не учимся делать логотипы, мы сегодня учимся понимать, как упаковка влияет на ценностное восприятие бренда, как упаковка может доносить нужную информацию, я имею в виду ту, которую вы хотите донести до вашего клиента, как упаковка может доносить нужную информацию до конечного потребителя. Так, Галина спрашивает. У нас есть сайт, который функционирует, обновляется каждый день, поэтому стараемся чаще. Меняем по сезонам его визуал. Так, есть у нас даже ссылка на какой-то сайт. Air Studio
Air Studio это, наверное, шарики, да? Я так подозреваю. Если честно, боюсь с телефона выходить на эту ссылку, потому что, мне кажется, я от вас улечу туда, в Air Studio. Вопрос. Как провести анализ ниши в цифрах, в рублях? Какие инструменты применяют? Инструментов огромное количество. Как можно провести анализ ниши? Есть классный инструмент, сейчас им активно все пользуются, и многие его применяют. Называется 7P-анализ. Очень хорошо для как раз анализа ниши. Запишите себе 7P-анализ. Там place, product, по-моему, psychical что-то. В общем, вы посмотрите, в интернете это все есть, и делать его несложно. И, в принципе, в процессе того, как вы как раз вы оцифруете все, что вы знаете о своих конкурентах, и то, что вы знаете о себе. А если вы не сможете это оцифровать, то есть с какими-то цифрами возникнут проблемы, то этот анализ, он покажет вам, куда посмотреть, ну, на каких цифр вам сейчас не хватает для того, чтобы выводы сделать. И вы эти цифры будете искать. Еще как можно анализ ниши провести? Можно сделать анализ целевой аудитории, например. Потому что когда вы, именно конкретный инструмент, это, ну, не знаю, брейнсторминг пресловутый, все им пользуются всегда, несмотря на какой анализ и инструмент вы будете применять, все равно брейнсторминг остается таким путеводным между всеми видами, и классно, когда у вас есть команда, если у вас нет команды, то обращайтесь к специалистам. То есть сейчас достаточно большое количество агентств, которые могут помочь вам именно поштурмовать, помочь вам подумать, немножко расширить рамки своего мышления, да, и увидеть, возможно, ту нишу или ту аудиторию, которую вы пока не замечаете. Я думаю, что таких примеров великое множество. Все, наверное, знают о книге «После 3 уже поздно», которую написал на самом деле идеолог и создатель компании Sony. То есть это человек, книга о воспитании, а человек занимался, ну, всю жизнь совершенно другим. И, ну, тоже такой формат выхода за границы привычного поля деятельности. Есть еще, знаете, какой момент, который хочется вот в рамках инструментов сказать. Много сейчас есть мастер-классов, семинаров, которые проходят онлайн, и авторы, которые публикуются в сети. Есть много книг, которые показывают, как работают те или иные компании изнутри. Многие из вас, наверное, знакомы с книгой «Додо Пицца», многие из вас, наверное, смотрели фильм, забыла, как он называется, но о том, как появился на свет Макдональдс. Это все такие популярные легкие издания и популярные и легкие пути рассказать людям о том, как устроен маркетинг. Почему я все время говорю о маркетинге? Потому что сегодня, это не мною доказано, да, что сегодня маркетинг является основным двигателем торговли. Помните, есть такая фраза «реклама – двигатель торговли», конкуренция – это, ну, тоже, наверное, двигатель торговли и так далее, да? Сегодня можно смело сказать, что двигателем торговли является маркетинг, глобальный, структурированный, стратегический, правильный, профессиональный, но маркетинг. Какой угодно, но маркетинг. Маркетинг не может существовать без упаковки. Нельзя продавать то, что не выглядит как-то. Мы с вами не можем продать идею, которую не оформили в слова. Я могу думать о чем-то, и это будет что-то классное, и это будет что-то интересное для всех людей, и это может быть очень полезным, и это может быть очень перспективным на внешних рынках, да, допустим. Но пока я не оформлю, не упакую свою мысль в слова, о ней никто не узнает.
и она не будет приносить деньги, и она не будет продаваться. То же самое касается продукта, маркетинга и упаковки. Существует какой-то продукт, благодаря инструментам маркетинга мы можем этот продукт упаковать, понять, кому он нужен, нужен ли он, в каком количестве он нужен, как скоро он перестанет быть нужен. И исходя уже из этих выводов, мы понимаем, как правильно этот продукт нужно упаковать для того, чтобы он на этот рынок зашел, для того, чтобы на этом рынке он стал бомбой, а может быть нет. Может быть, мы пишем стратегию не выхода продукта лидера, продукта звезды на рынок, а может мы пишем стратегию продукта заменителя, продукта варианта, продукта масс-маркета, продукта, без которого все люди до этого спокойно жили, а сейчас там жить не смогут. Но при этом это не будет единственный игрок на рынке, это будет не звезда, это будет продукт, который просто появился и будет существовать долго и верно, и прочно. И мы эксклюзивно можем только мы его производить, и конкуренции мы не боимся. Поэтому мы не пытаемся снять все сливки за раз, да, а будем работать медленно и планомерно. Это тоже маркетинг, это стратегия, это понимание того, как упаковать, чтобы сидеть долго. Вот. Еще залезу в чат, посмотрю, что у нас происходит. Как провести анализ ниши в цифры? Это мы уже рассказали, посмотрели. Так. Здесь еще, смотрите, Олег, есть такой момент, да, все зависит от ниши, потому что когда мы хотим провести анализ ниши, чаще всего с чем мы сталкиваемся? С отсутствием открытой информации. То есть хорошо, конечно, если вы, например, хотите запустить разработку газа, да, и вы можете посмотреть открытые источники по «Газпром», по «Сургутнефтегаз». Их обязывают, да, показывать свои цифры, показывать их существующие места разработок. Кстати, по планам, не знаю, можем... Ну, хотя, да, стратегически они же тоже показывают, где они будут дальше там копать и так далее, какой у них план добычи и так далее. Но если вы выходите, например, на рынок салонов красоты, то тут... Хотя тут тоже информация открытая, как правило, например, цены, виды услуг и подбор кадров, да, HR какой-то, он публикуется открыто в такой нише. Но есть ниши закрытые, которые не показывают, как они работают, как этот товар появился на свет, сколько денег там они об это положили, сколько у них покупают. Когда мы говорим о цифрах в нише, мы должны говорить не только со слов производителя, но и со слов покупателя. Если мы берем цифры, например, по принципу «все занялись доставкой воды», а значит это прибыльно, это не анализ. Это, скорее всего, интуитивное желание зайти в псевдо хорошую нишу. То есть говорить о том, что ниша хорошая только потому, что на ней много игроков вдруг стало резко, это неправильно. Это не анализ. Еще раз повторю, да. Нельзя забывать, кстати, еще такой момент, когда делаете анализ ниши. Нельзя забывать о том, что если вы игрок внутреннего рынка, и работаем мы с вами все на территории там, республики, а то и только на территории города Якутска, что рынок у нас очень узкий. Когда я говорю узкий рынок, я имею в виду опять-таки, что покупателей физически, вопрос даже не в спросе, вопрос в том, что даже если будет какой-нибудь сумасшедший спрос на единицу товара, то физически этих покупателей всего ничего, там 300 тысяч человек. Из них какое-то количество это дети, из них какое-то количество это пенсионеры, из них какое-то количество это неплатежеспособное население. То есть если вы изначально шерите нишу и понимаете, что у вас товар, который вам нужно продать 50 тысяч раз и более, а людей у вас на этот товар 25 тысяч человек, но вам нужно понимать, что вам нужно одному и тому же человеку продать 2 раза одну и ту же вещь. Что, в принципе, я считаю, все зависит от товара, конечно, я ничего не говорю, там, например, хлеб нам нужен каждый день, а вот машина может быть раз в 3 года. Готовы ли вы продавать раз в 3 года машину? Вот. Это тоже вопрос к тому, что смотрите на тот рынок, на который вы заходите. Так, посмотрим еще раз чат.
Сувенирная продукция. Ну, сувенирная продукция, вот 7 пивом идеально подойдет. Вы выберете просто своих конкурентов. Как выглядит CMP-анализ? Это такая табличка, куда вписывается все пункты там прописаны, да, ценностные, какие по вашему рынку могут быть, вы прописываете туда и смотрите, как вы, на каком уровне конкуренции вы находитесь со своими основными, с основными игроками рынка. По цене, по упаковке, по количеству, может быть, по возможности покупателя у вас купить, потому как много где вы, допустим, там рекламируетесь или не рекламируетесь, потому кто является вашим партнером. Может быть, у каких-то ребят, кто производит сувениры, у них партнерская поддержка очень мощная. Какие-нибудь, может быть, это звезды, а может быть, это Комдарк Металл Якутии, а может быть, это, не знаю, магазины Камелек, который продает их сувенирку, да? Это партнерство, это мощный, на самом деле, инструмент для конкуренции в Якутске. В Якутии вообще партнерство – это очень мощный инструмент, потому что на нашем маленьком рынке сложно содержать собственные торговые точки, сложно содержать своих торговых представителей, сложно брать свои какие-то эксклюзивные полки в торговых сетях, например. А в случае, если вы партнеритесь, то у вас, естественно, сокращаются расходы, и у вас увеличивается количество представительств вашего бренда на территории. А сейчас человек больше всего ценит, покупатель больше всего ценит. Так, я монитора, потому что, по-моему, у меня сидятся батарейки. Так, проверим звук. Анатолий? Мне вас тоже стало лучше слышно. Хорошо. Так, давайте вернемся немножечко к истории с упаковкой. Так, вот вопрос возник. Чем занимается Терех? Вот, давайте немножко с вами интерактива. Посмотрим еще раз брендбук. Вот нам сейчас как раз показывает, по-моему, самый очевидный слайд. Анатолий, я попрошу еще полистать его, да? И попрошу первый, самый-самый первый слайд. Мы с вами сейчас сыграем в такую небольшую игру. Угадайка. Где у нас самый первый слайд? Немножко. Ага. Так. Не первая страница, а прям обложка. Ага. Вот посмотрите, дорогие коллеги, дорогие слушатели. Мы сейчас на главной странице видим обложку брендбука. Она сама по себе ничего не значит, это просто вариант как бы нашей подачи, да, для клиента. Какие у вас ассоциации вызывает этот визуальный ряд? Вы увидели эту картинку и задумались, что это за компания, какие существительные вы могли бы применить, ну, допустим, зелень, натуральность, что, естество. Можете, пожалуйста, мне по одному словечку буквально накидать, чтобы я вам сказала, так это или не так. Сочность, свежесть. Угадали. Вкусно. Но я буду надеяться, что остальные тоже с нами. Натуральность. Просто сейчас напитки. Сладко. Мне кажется, напитки это уже такое больше как сказать, после просмотра брендбука. По обложке как-то, по-моему, сложно догадаться, что это что-то про напитки. Ну, в общем, идея, по-моему,
донесена правильно. Давайте, Анатолий, полистаем эту книжку, теперь откроем, посмотрим, что там внутри, еще раз более внимательно. Мы плавно переходим от подготовительной работы к созданию брендбука к непосредственно созданию брендбука. То есть мы с вами до этого посмотрели инструменты маркетинга, которые способствуют пониманию того, каким ваш брендбук должен быть. А сейчас посмотрим содержание, что должно быть в вашем брендбуке для того, чтобы ваш товар был визуально упакован. Так, и я буду приближаться, можете не удивляться, да, потому что я отсюда ничего не вижу, если честно. Так, может быть, вот так сделать. Ну, первое, что делаем мы, когда создаем брендбуки, как и все, в принципе, дизайнеры, да, которые этим занимаются, мы подбираем логотип, отражающий суть вашего бренда, суть вашей компании. И к этому логотипу, как правило, есть история. Ну, то есть, что же этот логотип хотел нам сказать, хочет нам сказать, да? Логотип – это то, что чаще всего будут видеть ваши покупатели, что чаще всего вы будете использовать в рекламной кампании и что, как правило, чаще всего используется на упаковке товара. Поэтому выбор и утверждение логотипа – это, пожалуй, одно из самых сложных, долгих и скрупулезных процессов из создания всего брендбука. Посмотрим логотип, пожалуйста. Там у нас есть следующая страница, Анатолий. Да. Вот мы видим два варианта логотипа, который был создан для компании Терех. Терех – это у нас местный производитель, местный, я имею в виду республиканский, производитель варенья, морсов и сокосодержащих напитков. Не знаю, как они, по-моему, так они и называются, сокосодержащие напитки. Когда к нам пришел упаковываться этот бренд, у них был свой логотип. Никогда ни про кого плохо не говорю, потому что понимаю, что многие вещи люди делают интуитивно и так, как могут. Почему? Потому что когда вы занимаетесь этим на уровне профессиональной деятельности, это совершенно другой подход и, естественно, совершенно другое исполнение и понимание того, что вы сделали. А когда вы делаете это на уровне как смог, это разные вещи, да, и так как мы все не являемся профессионалами во всем, а в какой-то части, мы никогда не ругаем наших клиентов за то, что они приходят к нам с каким-то не таким логотипом. В общем, у Терех был свой логотип, они пришли к нам за брендбуком и хотели свой логотип поставить. Почему? Потому что к их логотипу, их бренд существует уже много лет, и к их логотипу, и к их названию у их целевой аудитории сложились у них какие-то уже отношения, да, какая-то узнаваемость бренда была, и сложно было им отказываться от уже существующей, скажем так, истории. Но мы пришли к единому мнению и поменяли им логотип на такую авторскую работу Александры Захаровой, это наш дизайнер, которая предложила им вот такое написание. Она латтерист. Латтерист – это человек, который придумывает шрифты, занимается шрифтами, которая придумала им вот такое оригинальное написание слова «Терех», которое мы хотели вынести на первый план для того, чтобы люди, когда видят логотип, они сразу понимали, о какой компании идет речь. Далее у нас тут представлена ягодка с листиками, да, которая символизирует натуральность, и снизу подписан вид компании, которая также отсылает нас к натуральности, потому что это сельхозпотребительский кооператив, и это аббревиатура, которая как ООО, которая как ОАО или которая как там ПК большинством населения, большинством потребителя расшифровывается правильно. Когда речь заходит о вареньях, о морсах, о производстве там молочной продукции,
местное население, с которым, с которым и работает, да, эта компания, она дает предпочтение местному производству. Когда мы указываем в логотипе, что это производство местное, это вызывает сразу доверие и понимание у покупателя, у кого он купил. Исходя примерно из таких побуждений, мы создали вот этот вот, значит, логотип. Здесь есть в логотипе главное правило. Следующая страница, сейчас мы посмотрим. Анатолий? Нет, это не то. Еще. Еще. Это варианты использования. То есть дизайнеры разрешают нам использовать как отдельно ягодку, так отдельно написание при необходимости. То есть, например, у вас какая-то выставка, да, у вас какое-то баннерное размещение с другими ребятами, у вас какой-то презентационный материал, или который подразумевает под собой, например, только графику, только ягодку мы можем поставить, да. В идеале, конечно, всегда логотип должен иметь возможность облегчаться, ну, то есть становиться более простым в исполнении. Для чего мы это делаем? Даем вариации облегчения логотипа. Вы сейчас посмотрите дальше на практике, пока останемся здесь, что отличает профессионально выполненный логотип от самодельного. У профессионально выполненного логотипа всегда есть охранные поля, всегда есть правила размещения и всегда есть правила соблюдения пропорций. То есть я думаю, что вы часто замечали, когда на баннерах, особенно, ну, иногда у нас в городе бывают такие баннеры, где много участников, выставки какой-нибудь или ярмарки, или привозной какой-нибудь там, не знаю, певец, и у него есть какие-то спонсоры, да, и снизу стоят логотипы спонсоров или участников, или, не знаю, там, соучредителей проекта, и чьи-то логотипы видны хорошо, и понятно, о ком идет речь, а чьи-то логотипы выглядят либо, их вообще не видно, потому что у них нет варианта инверсии логотипа, то есть они написали один раз черными буквами, и если баннер черный, то черными буквами на черном, ну, как бы его не видно, да. До этого, кстати, первые 2 листа мы видели как раз инверсию логотипа, то есть вариант размещения на контрастном фоне. Либо их логотипы выглядят совершенно не так, как мы привыкли их видеть. То есть если мы, например, с вами привыкли видеть, ну, не знаю, значок Toyota в определенных пропорциях, то есть он должен быть овальным, расположенным по горизонтали, и там, допустим, ну, вот он должен быть вот таким. А дизайнеры, которые ставили этот значок Toyota, не видят ограничительных полей и поставили его так, что он у нас выглядит, допустим, растянутым и выглядит не как горизонтально положенная буква О, а выглядит как просто буква О. Мы уже не воспринимаем этот логотип как логотип Toyota. Мы воспринимаем это как просто, ну, что-то, да. То есть тут сила бренда, она не сработала. Поэтому, когда мы делаем логотипы, мы, имею в виду профессионалы, да, мы всегда ставим такие вот ограничения, то есть как правильно его использовать. Недостаточно его просто сделать хорошим, его нужно еще и правильно использовать. Про облегчение я сказала, сейчас посмотрим пример. Давайте следующий слайд. Так, вот здесь как раз есть примеры того, как делать нельзя. В левом углу мы видим примеры того, как логотип нам, ну, всяко разно плохо расположили, скажем, да. На нижней картинке прям видно, они взяли вот на упаковку, например, упаковку или баннер про ягоды, сверху налепили логотип. Ну и что? Это называется, ну, как бы это называется неправильное размещение на неправильный фон. Ну, то есть фон правильный, логотип правильный, а вместе не играет. Почему? Потому что нет контраста, слабоконтрастный фон. Дальше вот мы видим пример использования другого шрифта. СХПК, видите, написано, СПОК написано другим шрифтом. Видим, как пропорции нарушены, он стал у нас вытянутый или растянутый. Использовать какой-то другой цвет. Вроде все правильно, а цвет другой, да? Почему мы на это внимание обращаем очень большое? Потому что если бы мы с вами каждый раз, видя логотип Nike,
видели его то перевернутым, то там вертикальным, то горизонтальным, то под одним углом расположенным, то в белом цвете, то в зеленом, то в черном, то с написанием Nike одним шрифтом, то другим, у нас бы с вами не было четкого понимания, а как Nike выглядит. Каждый раз мы бы с вами встречались с чем-то новеньким, и каждый раз приходилось бы Nike у нас с собой заново знакомить. Поэтому для того, чтобы появилась прочная связь логотип-бренд, логотип предприятия, логотип продукт, мы должны обязательно с логотипом работать всегда с одним и тем же. Малейшие неточности наш мозг воспринимает как что-то новое. Мы так устроены. Дальше, значит, тут есть пример фирменных шрифтов и фирменных цветов. Это тоже важно. Макдональдс – это всегда красный и желтый. Shell – это всегда красный, желтый и белый. Молоко – это всегда что-то голубое и белое. iPhone – это всегда белое яблочко. Ну, то есть Apple, да? Дальше что еще? Какие у нас есть сильные такие бренды в головах, чтобы вы все сразу все поняли, о чем я говорю. О том, какая сила цвета и шрифта, что это действительно важно. И здесь нам тоже дают подборку цветов дизайнеры. Давайте дальше. Анатолий. Паттерны. Что такое паттерны? Это такой профессиональный язык на самом деле. На самом деле паттерны – это, проще говоря, узоры. Фирменные узоры, которые мы также в брендбуке обязательно подразумеваем. Казалось бы, не всем продуктам это нужно. Но в чем сила брендбука? Когда вы делаете брендбук, вы как бы понимаете, что чтобы с вашим продуктом далее не происходило, вы уже все продумали. Когда вы делаете только логотип, а это часто случается, и это тоже имеет право на существование, почему бы и нет, то вы должны понимать, что ваш последующий брендбук, он вырастет из этого логотипа. Нельзя взять витиеватый логотип, как в нашем случае, и при этом сделать чудовищно графичные узоры, да, на упаковке в дальнейшем. Где эти паттерны могут использоваться? Хоть где. Как база для упаковки, как база для одежды, как нанесение на форму продавца, как нанесение на какую-то кальку, в которую можно потом заворачивать. Может быть, многие из вас не замечали, но те бренды, которые упаковываются, у них всегда есть свой фирменный паттерн. Запомните паттерн Тереха, сейчас мы посмотрим другие брендбуки, вы увидите, как сильно они влияют на настроение бренда. Давайте дальше. Немножко медленно, Анатолий, давайте дальше. Ага, это варианты паттерн плюс фирменный цвет. Дальше идем. Здесь вот нам предлагают варианты, как может работать вместе логотип и паттерн. Угу. Тоже, мне кажется, такие визуальные вещи вполне понятно. Слишком на них не останавливаемся. Это нам показывает то, как может выглядеть вариант документации, визитки, например, или бланки какие-то, да. Вот опять-таки, видите, вариант использования паттерна. Справа мы видим вариант использования паттерна сверху в разорванном варианте, то есть когда паттерн используется только на боковых каких-то частях, да, дизайна, а на нижней визитке мы видим сплошной вот такой паттерн, узор, который покрывает визитку полностью. Согласитесь, что если бы наша визитка была просто белая и на ней бы стоял логотип, это бы не отражало концепт Тереха. То есть просто белая визитка и логотип Dior – это да, это та история, о которой мы говорим нашим клиентам. Ничего лишнего, все очень серьезно, все очень круто, все очень лимитировано. Если бы у нас была просто белая визитка и логотип Алмаз-Эргенбанка, мы бы тоже говорили о том, что да, все очень строго по-деловому. Но когда мы говорим о ручном производстве, когда мы говорим о местном производстве, когда мы пытаемся вызвать у покупателя какую-то эмоцию, добрую, хорошую, позитивную, да, то мы добавляем вот такой вот узор. Такой узор, который заставляет человека настроиться на лад компании. Я думаю, тут как-то понятненько. Давайте дальше.
вариант документации. Дальше идем. Это, в принципе, мы уже посмотрели по визитке, да? Я вам рассказала. Так, вот наша, как раз мы вернулись к тому, для чего мы предлагаем вариант разорванного лого. Это нужно продумывать заранее, потому что рано или поздно вы столкнетесь с тем, что сложно будет, но это не для всех логотипов, конечно, такая история актуальна, потому что есть логотипы, которые могут использоваться только картинка. То есть у них, в принципе, не подразумевается какого-то прописания, да, и поэтому у них такой проблемы не возникнет. Но если у вас логотип, который состоит из картинки и надписи, как в нашем случае, да, вот справа на футболке мы видим полный логотип, который путем либо ОФ-печати, либо вышивки, либо там термопереноса нанесен на белую футболку. Мы выглядим, что это выглядит красиво, видим, что это выглядит красиво, это сделать легко, это читабельно, это понятно и все классно, все по брендбуку, да, охранные поля логотипа сохранены, он у нас не перенесен никуда там вверх, не втыкается в рукав футболки, потому что вокруг него оставлено охранное поле. Охранное поле – это то место, которое не должно быть занято ничем другим, кроме как пустотой вокруг логотипа. А слева мы видим пример того, как выглядит кепка. Согласитесь, что с точки зрения визуального восприятия кепка с вот таким листочком в сочетании с футболкой с прописанным словом выглядит намного лучше, чем если бы у нас была кепка полностью с логотипом, прописанная там и ягодка, да, и плюс мы еще надели футболку, на которой тоже написано и ягодка. То есть это выглядит как такое бездумное брендирование всего, что попалось под руку. А мы же все-таки стараемся упаковываться красиво, так, чтобы наш клиент видел нас и радовался. Поэтому здесь вот мы можем использовать тот вариант логотипа, который нам предлагали дизайнеры в самом начале. Как мы можем разорвать наш логотип, да? И они нам предложили, можете наносить только цветочек, пожалуйста. Мне кажется, это замечательное решение и выглядит хорошо. Давайте дальше. Я пока проверю чат. Терех как переводится? Терех это, может, кто-то в чате мне поможет правильно перевести, потому что терех это, в моем понимании, как бы от слова накрывать. Терьер, типа, честно, не знаю. Наверное, это сунтарский бренд. Я думаю, что есть в Якутии большое количество регионов, которые похожие слова понимает, наполняет своим, своим пониманием, да, правильным. Поэтому, наверное, дерево. Это дерево. Дерево это тоже, знаете, такая серьезная история. Кто-нибудь из сунтарских у нас есть, кто может нам точно сказать? Так Иван предполагает. Так, я смотрю. Что еще? Так, сколько стоит официально зарегистрировать товарный знак? Средняя продолжительность процесса регистрации, стоит заниматься этим самому или довериться профессионалам? Так, насколько я знаю, мой бизнес занимается как раз-таки, да, и Минпред, и мой бизнес, по-моему, и технопарк Якутии занимается тем, что помогает предпринимателям с товарным знаком правильно провести процедуру регистрации. И, по-моему, это занимает времени, да, достаточно много, потому что вы отправляете это в Россию, то есть на российский уровень, и там проходит большое количество проверок, согласований, и потом вы получаете уже документы о том, что это товарный знак присвоен именно вам. Честно сказать, не всегда, наверное, для каких-то видов товара это все еще актуально, но мне... куда-то вы улетели у меня, сейчас откроем заново. Угу. Но мне кажется, что это не всегда нужно, товарный знак. То есть, если вы переживаете за то, что друзья из соседнего государства выпустят аналогичный товар с похожим названием или с похожим логотипом, то, поверьте мне, там достаточно поменять цвет ягодки, и ваш товарный знак не будет иметь уже никакой силы юридической. То есть там подделать что-то при желании можно легко и просто. Сколько мы костюмов Nike видим каждый день на улицах, которые не являются костюмами Nike, условно.
Вот. Опять, значит, мы тут смотрим у нас на экране пример того, как можно использовать. Угу. Логотип наш. Дальше давайте пойдем. Дальше давайте пойдем. Ага. Пример применения логотипа на сувенирной продукции и на, ну, назовем их так, мерчи, да. Это товары, которые вы можете использовать как для продвижения своего бренда, то есть дарить бизнес-партнерам, своим покупателям, может быть, устраивать розыгрыши какие-то, да, так и для такого собственного тимбилдинга, когда ваша команда, например, все имеют одинаковые флешки, или все имеют одинаковые ручки, или кепки, или наклейки на машину, или мягкие игрушки, или все что угодно, в общем, да. В рамках брендбука мы, как правило, показываем всегда, как это может быть, как это можно брендировать так, чтобы это не было некрасиво и отвечало стандартам современного восприятия. Дальше идем, смотрим еще. Там уже, наверное, мы быстро полистаем, да, Анатолий? Это примеры непосредственно упаковки. В принципе, с упаковкой. Многие, кстати, компании обращаются к нам за тем, чтобы получить упаковку. То есть конечная цель клиента, который обратился за брендбуком или за логотипом, они хотят всю упаковку. Но для того, чтобы вот эта упаковка работала так, как нужно, чтобы у вас все сошлось в единый ансамбль, да, разрабатывается все, начиная от того, кто вы, для кого вы и зачем, и сколько вы стоите. Ну, это, в принципе, кто? Вот вариант календариков, вариант ценников справа мы видим, да, вариант того, как могут выглядеть ваши социальные сети. И снова вот к социальным сетям хочу вернуться, да, потому что вторая половина, которая пришла не за упаковкой, приходит за Инстаграмом, ну, то есть за упаковкой Инстаграма. И тут тоже, посмотрите, мы когда увидели с вами первую картинку, первый лист, да, то есть обложку брендбука, я вас попросила сделать это упражнение. С чем у вас ассоциируется эта обложка? И вы написали свежесть, вкусно, натуральность и так далее. А теперь мы смотрим на левую часть экрана и видим там скрин, ну, условно, да, того, как выглядит Инстаграм. Можете ли вы сейчас, посмотрев на там, вот эти 6 картинок, которые мы видим, повторить те же слова, которые вы, ну, как бы, которые вы произнесли при виде первой картинки? Я за вас говорю, что да, можете, потому что это все картинки про эко, про свежесть, про вкусно, про натуральность. Это не спорит с нашим позиционированием бренда. Это не спорит с нашим логотипом, это не спорит с продукцией, которую мы производим, и это не спорит с ценностями, которые мы даем нашей целевой аудитории, и за которыми пришла наша целевая аудитория к нам. Вот почему я говорю, что для того, чтобы упаковать Инстаграм, нужно правильно сначала упаковать понимание бренда своего. То есть вообще понять, для кого вы это делаете. Потому что если бы мы хотели быть пепси-колой, и наш покупатель был бы, ну, пепси-парень, да, или пепси-девушка, то наш Инстаграм выглядел бы совершенно иначе. Да? Дальше пойдем. Ну все, на этом у нас стилек закончился. Я, с вашего позволения, еще раз прошу вас позадавать вопросы. Как должен выглядеть... Так, переводчик помог. Опора. Терех — это опора. Ну, опора, дерево, в принципе, посыл-то одинаковый, по-моему. Корень. Посыл одинаковый, то есть это что-то такое фундаментально серьезное, хорошее, и самое главное, ну да, самое главное, это что-то такое позитивное и фундаментальное, я думаю. Так. Как должен выглядеть продающий баннер? Какие правила построения? Смотрите, здесь, Анатолий, я пока вас попрошу запустить, так, сейчас скажу, брендбук, давайте, пусть для того, чтобы это было принципиально другое, пусть будет это архитектура Якутии. Он у вас третий сверху. А я пока скажу про баннер продающий.
Все зависит, опять-таки, смотрите, баннер – это условно, то есть не так, Инстаграм – это условно баннер 10 лет спустя, по крайней мере, для российского рынка. Раньше для того, чтобы выйти на показ, на визуал большому количеству аудитории, не целевой, а просто рандомный, просто всем показать, да, мы пользовались услугами баннерной рекламы. Мы, это не только Якутск, но Якутск плотно, хорошо на этом тоже долго сидел, и сейчас продолжает сидеть, и самое интересное, что это у нас все еще работает, Институт баннерной рекламы, но и Россия, и 20 лет тому назад, ну, может, не 20, но сколько-то 20 лет тому назад, и весь мир, до того, как появилась концепция красивых городов, и баннерную рекламу просто из городов убрали, в принципе, как таковую. То есть она сейчас есть во всем мире, но она стоит на, ну, где-то периферии, там, на каких-то дальних там трассах, магистралях, и то это тоже сейчас запрещено, регламентируется строго, потому что отвлекает водителя от дорожного движения, да? Как нужно сделать баннер продающим? Нужно понять, кому вы продаете сегодня. Сегодня баннер должен выглядеть так, чтобы отвечать стратегии вашей маркетинговой политики. А если в вашей стратегии выход на рынок, то вы можете сделать... извините, вы же сказали продающий баннер, то есть продающий баннер, он не может быть на выходе на рынок. Либо вы можете выйти с каким-то посылом, типа «у нас дешевле», тогда он будет продающим. Мы новенькие, у нас дешевле, тогда у вас будет выход на рынок плюс продающий баннер. Вы можете выйти на улицу с баннером, ну, то есть баннерная реклама, да, баннерной рекламой продающей, если вы будете показывать, где вы. Ну, то есть давить на боль. Продукты тут, допустим, вариант баннерной рекламы. Может быть, это показать товар лицом. Вот это стоит столько. Вот это продаем мы. Я считаю, что баннер, почему якутские баннеры мне часто кажутся неправильно составленными, потому что в него пытаются запихать какое-то огромное количество информации. Это как презентации, которые отличают хорошую презентацию от плохой презентации, да, там, презентации, я имею в виду презентации проекта и так далее, которые мы все когда-то делали в школе, в университете или во взрослой уже там рабочей жизни. Чем меньше слов на презентации, тем понятнее, что вы хотели сказать. Чем больше слов и цифр, тем никому не понятнее и никому не интереснее. То же самое с баннером. На баннере должно быть четкая установка, что вы хотите этим баннером сказать. Почему я сначала сравнила с Инстаграмом? Потому что для того, чтобы сделать правильную картинку в Инста, нужно понимать, для кого и зачем. То же самое с баннером, для кого и зачем. Если вы это понимаете, вам будет легко сделать продающий баннер. Так. И вы про баннер в интернете. Ну, то же самое. То же самое. Хотите продать? Пишите «продаю». Хотите купить? Пишите «покупаю». Хотите дешево? Пишите «дешево». Баннер в интернете, креатив вы хотите, да, но тут смотря тоже креатив может быть какой, концептуальный может быть креатив, то есть если ваша целевая аудитория это думающие люди, то вы можете поставить, я не знаю, кривой знак вопроса и написать просто «почему?». Для людей, которые думают, да, им будет интересно. Если ваш покупатель это... я не знаю, извините, может, ладно, хорошо, какой-нибудь там подросток, но поставьте туда какой-нибудь там популярный сегодня Наруто или кто, я не знаю сейчас, что у подростков популярно, да, если использовать тот триггер, который откликнется в вашей аудитории, именно как креатив. Не надо пилить 500 слов о том, какие вы классные и почему я должна у вас купить. Хотите креатива, идите креативным путем. Не знаете, как это сделать? Приходите, мы поможем. Вы делаете редизайн сайта? Да, делаем. Да, можете обратиться, не проблема.
принципе, это, я сейчас так говорю, да, делаем, да, на самом деле это, естественно, не обязательно там конкретно я это делаю или студия пространства, просто я могу вам подсказать, где и кто хорошо это может сделать. Так, уходим отсюда. Давайте посмотрим принципиально другое позиционирование, принципиально другой брендбук. Что вы сейчас видите на картинке? Опять немножко интерактива, чтобы вы не скучали. Честно говоря, не знаю, насколько это хорошо, что я вот так в одну сторону вам потоком все это говорю. Потом попрошу вас оценить. Сейчас давайте посмотрим на экран. Мы видим обложку брендбука следующего нашего, да, и я попрошу вас также в одном существительном сказать, о чем нам хочет сказать эта книжка. Про что, не про что, а какие у вас вот существительные напрашиваются. Ну, допустим, по одному слову быстро накидать. Сколько стоит? Пока вы вот тут вопросы пишете свои существительные по экрану, я отвечу на вопрос Анны Постниковой. Сколько стоит разработать логотип и брендбук? Логотип в нашей студии пространства стоит разработать 50 000 рублей. А вообще, Анатолий, насколько корректно, что я отвечаю на эти вопросы? Вот так это можно делать? Давайте я общие цены на рынке обозначу. Давайте так, чтобы это не было, ну, так, будто я вот только за своих топлю, да, я же вроде выступаю как бы от лица якутского брендирования, брендинга, поэтому давайте я скажу общие цены на логотип. Скажу так, есть компании, которые делают логотип за 3000 рублей. Я, Иван, не дизайнер, я директор творческой платформы и маркетолог. Есть ребята, которые делают логотипы и за 3000, и за 5, но дороже, чем за 50, я, по-моему, не встречала. То есть вот такой разбег, от 3 до 50. Выбирать вам. Каждому свое. Я не считаю, что все логотипы за 3000, они плохие. Нет. Может быть, и есть хорошие. Почему? Главное, чтобы вы почувствовали, что да, это ок, это хорошо. И посмотрите на уровень того, как это обычно происходит у ваших конкурентов. Потому что если вы выходите на конкурентный рынок, где у всех все очень круто упаковано, а вы будете там, ну, по-домашнему, то вам будет сложно, конечно, конкурировать, да, с такими ребятами. Брендбуки – то же самое. Рынок от 50 000 рублей за брендбук до 300 000 рублей за брендбук. Да. Тут важный еще есть момент, да. Брендбук, цена на брендбук формируется не только от профессионализма исполнителя, как в случае с логотипом, да. С логотипом как формируется цена на дизайн-услуги? Это первое – количество выполненных работ, да? Нет, наверное, первое – это все-таки дизайнерский опыт в целом. Второе – это количество выполненных работ в данном направлении, потому что есть условно дизайнеры одежды, которые, да, дизайнеры, да, они видят, но они никогда не делали логотипы, и вдруг решили заняться и хотят сделать его там условно за бесплатно. А есть дизайнеры, которые занимаются созданием логотипов, знают, какую базу для этого надо собирать, и занимаются этим профессионально на потоке. И третье, из чего складывается стоимость на дизайн-услуги, это то, насколько быстро будет и точно будет выполнен ваш заказ. Потому что все, что связано со сферой... Можно дверь немножко прикрыть? Все, что связано со сферой предоставления творческих услуг, часто сталкивается с проблемой нечеткости исполнителей, потому что все ребята творческие и разные бывают. Так. Теперь это я объяснила, из чего складывается, да? Стоимость – это на логотип. А вот когда мы говорим стоимость брендбука, туда еще добавляется одна переменная – состав брендбука. Потому что есть 4 минимальных составляющих брендбука любого. Это логотип, это паттерн, узоры, это подобранный шрифт и это фирменные цвета.
это минимальный чек того, что у вас есть брендбук. Все остальное, то, что мы с вами видели, варианты упаковки, форма, вариант деловой документации, какая-то продукция дополнительная, там ручки, чашки, кроссовки, да, сайт, инстаоформление, вариант полки в магазине, вариант коробочки упаковки, вариант подарочного пакета. Вот это все уже составные части, и чем больше этих составных частей, тем дороже будет ваш брендбук. Я надеюсь, я ответила. Так. Насколько сильно влияет на продажи дизайн? Или достаточно хорошего продукта, оффера и сносного дизайна в фирменном стиле? Ну, смотрите. Сносный дизайн в фирменном стиле. 4 слова. Сносный дизайн в фирменном стиле. Тут уже вы говорите о том, что у вас есть дизайн и фирменный стиль. То есть это два предложения, которые друг друга, они это, ну, как бы закрывают. Да, дизайн влияет. Насколько сильно, зависит от того, насколько вы в маркетинге закладываете на это, ну, делаете на это ставку. Если вы продаете булочки в столовой, то тут, может быть, вы будете конкурировать по цене. Другой вопрос, что если ваши конкуренты булочки завернут в форме бакугана какого-нибудь, да, используют дизайн в продажах, то они вас сожрут, потому что ваша целевая аудитория, школьники, которые едят в столовой, будут покупать булочки в форме бакугана. И если вы заходите на рынок, где дизайна нет, ну, где никто не конкурирует, то вы можете пойти по конкурировать по другому принципу. Но скажите, ну, ответьте себе честно на вопрос, да, хотели ли бы вы работать, вот сразу хватаем параллельно вопрос Ивана Горохова о том, как в B2B сфере это работает. Насколько бы вы хотели работать с готовым упакованным продуктом, который вы точно будете там, не знаю, дальше либо потреблять, либо продавать дальше, да, либо вы хотели бы работать с полуфабрикатом. Я считаю, что неупакованный продукт – это, в принципе, полуфабрикат. То есть, когда я покупаю пряники на развес, это полуфабрикат. Потому что мне нужно прийти домой, либо мне нужно положить их самой в пакет, донести до дома и упаковать их, соответственно, да, либо я приношу их домой и кладу их там в вазу или в хлебницу. Опять-таки, часть, связанную с упаковкой, с подачей, производитель перекладывает на меня. Да? А если мне, допустим, даже в B2B сегменте предлагают партнерство какое-то или бартер, то мне намного приятнее иметь дело с упакованным продуктом, потому что на меня никто ничего не перекладывает. Если вы, например, представитель Хорики, и вам нужны условно сухари, Хорика – это предприятие, которое занимается поставкой питания, поставкой продукции для ресторанов, например, для кафе или для больших производств, которые делают еду. Например, вам нужны какие-то панировочные сухари, то мне в B2B сегменте плевать, как они будут красиво выглядеть с позиции коробки, но мне не плевать, как они будут выглядеть с позиции транспортировки. То есть вы будете мне привозить 15 коробок по килограмму или одну коробку 15 килограмм. Это важно. То есть, и это тоже упаковка. А дизайн тут, наверное, не играет большой роли. Разве что дизайн коммерческого предложения в B2B, он важен, я считаю. Особенно если вы представитель, продаете что-то красивое. Нельзя купить что-то красивое у человека, который себя красиво не показывает, мне кажется. Разборы, да, делаем. Через какой период времени обычно делают ребрендинг? Мне кажется, ребрендинг делают тогда, когда думают, что все плохо, и у старого бренда нет возможности без ребрендинга двигаться дальше. Хотя на самом деле это не всегда так. Возможно, есть смысл просто вдохнуть жизнь в старый существующий бренд. Классно, что появились много вопросов, мне становится как-то уже это, так, пободрее. Вернемся к нашей картинке. Там кто-то написал лабиринт, строгость, многоуровневость. Раскрываем тайну. Это брендбук архитектуры Якутии. Главное управление архитектуры Якутии. Давайте посмотрим следующий слайд. Анатолий?
Также мы здесь имеем содержание, окей, ну, мы это уже проходили, давайте дальше. Тут, кстати, в этом брендбуке есть еще кое-что интересное, того, что вы не видели у Тереха. Логотип. Посмотрите на логотип. Логотип был также создан, что-то у нас одни Сашкины, конечно, работа. Для архитектуры Якутии был придуман собственный шрифт. Это большая работа, которая стоит много денег, потому что мы с вами привыкли пользоваться теми шрифтами, теми буквами, которые нам предлагает Word, ну, как правило. Это там, ну, кто-то пользуется Гельветикой, кто-то пользуется New Times Roman, кто-то пользуется Coral, да, по-моему, называется, и так далее. Вот эти все шрифты — это на самом деле определенное написание тех или иных букв. И сложность создания шрифта в том, что нужно придумать, во-первых, все варианты букв на русском языке, все варианты букв на латинице, варианты знаков препинания и переносов текста. Из того шрифта, который был создан для архитектуры, то есть изначально придумывали логотип, и из него же потом собрали шрифт похожий, ну, в стилистике в одной. Как этот логотип читается? Начинаем с нижнего левого угла, двигаемся вверх, проходим по верхнему контуру и спускаемся вниз. И прочитали слово «архитектура». Дальше с внутреннего левого угла находим буковку «Я» и читаем «Якутии». Слева направо по 2 буквы, да? Не обязательно делать логотип сразу понятным. Опять-таки, позиционированные бренды, то, что я вам говорила про баннер, который, если вы хотите, чтобы к вам пришли думающие ребята, делайте такой баннер, где надо подумать. И к вам придут только думающие. Те, кто не хочет, они пролистнут и уйдут оттуда. То же самое по логотипу. Да? У архитектуры Якутии не продающий логотип. У них не логотип для всех. У них позиционирование, они немножко структура, большая, высокопоставленная структура, которая не должна быть понятна всем. Это не их цель быть понятной всем. Они делают брендбук для того, чтобы показывать его другим архитекторам, выходить на региональное представительство. Архитектура Якутии будет показывать свой брендбук и свою упаковку. Показывать я имею в виду, не приходите и говорите: ой, смотрите, у нас вот такой брендбук, да, а я имею в виду, они будут участвовать в каких-то выставках, возможно, в каких-то, не знаю, какое-то представительство делать или приглашать к себе гостей, да, или отправлять брошюры какие-то, вот так показывать, то есть как они упакованы, через продукт уже показывать. И они понимают, что их логотип и их брендбук будет работать именно на внешнем рынке и на внутреннем для тех, кто должен его чуть-чуть не понимать. То есть они должны быть чуть-чуть такие недоступные. Так вот, мы считаем, что этот логотип, который утвердили, который приняли, который уже в работе, он соответствует всем тем посылам, которые мы хотели в него положить. Он чуть-чуть непонятный, а самое главное, что он дает представление о том, что архитектура как таковая, как область, это то, что из чего-то складывается. Возможность делать из определенных базовых вещей какие-то новые конструкции, новые подходы, новые видения. Да? Поэтому, когда вы говорили про, кто там писал про, по-моему, пазл или что-то такое, да, это про это. Давайте дальше посмотрим. Анатолий. Вообще все здесь или никого нет? Делали логотип для детского центра, образовательного, развлекательного? Да, делали. Делали логотип для развлекательного детского центра и для образовательного делали. Вообще можете, по желанию, да, посмотреть в Инстаграме у студии Soulschan Art большое количество, именно в их Инстаграме, большое количество логотипов, которые они делали, в том числе в рамках недели бесплатных логотипов. Там было очень большое количество разные направленности. Да, посмотрите, soulschan.art. Это их логотип. Я могу тут, кстати, написать, по-моему.
Да, я тоже могу вам писать. Анатолия почему-то нет на связи. Или вы на связи? А, хорошо, а то я вас потеряла. Так, я вот здесь даю ссылочку на дизайнеров. Надеюсь, она правильно оформлена. Мгм. Вот посмотрите на этой страничке. Так, можно нам следующую еще страничку? Это вариант написания, да? Еще. Мы сейчас уже этот брендбук так подробно разбирать не будем, как терех. Я просто хочу, чтобы вы увидели принципиальную разницу в том, какие разные могут быть фирменные стили. Давайте дальше. И еще кое-что там вам покажу. Дальше. Ага. Шрифт. Варианты шрифта. Вот то, что я вам говорила, видите, на кириллице и на латинице. Опять-таки правила использования. Что нельзя делать? Вот посмотрите, на правой стороне у нас примеры того, как выглядит все плохо. Если растянуть по горизонтали, вертикали, если использовать другой шрифт, если взять там, поменять какие-то буквы внутри. Ну, то есть так делать нельзя. Дальше. Угу. Фирменные цвета. Не всегда фирменные цвета – это что-то сложное, это не всегда чего-то много, да. Вы видите, что здесь у нас есть фирменный цвет, всего два фирменных цвета, черный и серый. И обратите внимание, то же самое, что я говорила, что есть правила использования логотипа, да, а есть правила использования цвета. То есть в нашем с вами понимании бытовом черный всегда черный, а в нашем с вами понимании серый всегда серый. Но даже мы можем с вами сказать из таких житейских наблюдений, что некоторые люди коричневый называют серым, а некоторые там, не знаю, вот не зря же там есть вот это, да, там сколько-то оттенков там и так далее. А у дизайнеров есть свой язык, как передать правильно тот цвет, именно который... Прикройте, пожалуйста, чуть-чуть дверь. Как правильно передать цвет. И цвета, как правило, разбивают по содержанию красного, синего и зеленого в цвете или по правилам Пантона. Пантон – это идеальный цвет, который выверен и составлен. Видите, внизу, да, есть у нас пантонная разбивка, то есть код цвета. Пантон – это общепринятая система цветов, мировая. И если вы, например, придете заказывать условно форму для своих там, не знаю, кепки там или еще что-то, да, вы можете сказать, какого цвета этот материал по Пантону, и вам скажут код цвета. Вы открываете с любого интернет-устройства пантонную сетку и смотрите ваш код Пантона и тот, который вам назвал, например, производитель или поставщик одежды. Смотрите, насколько они далеко. Честно сказать, стопроцентного попадания редко можно добиться, редко, но рядом или не рядом, в серый оттенок, в белый, в коричневатый вы поймете. И также есть вот PRGB. PRGB обычно используют, это вот верхний, видите, red, green, blue, да? Это используют обычно в печати. То есть, когда настраивает принтер под печать вашей брошюры или под печать ваших наклеек, они также могут запросить у вас код и выйти на нужный вам цвет. Для чего это делается? Также для того, чтобы вы всегда выглядели одинаково. Я знаю, что у якутского бизнеса бывает такое, что у них визитки все разного цвета. Ну, у кого-то чисто красные, у кого-то красноватые, у кого-то там бордовые, потому что печатали в разных типографиях. Но это часто встречающаяся проблема. Если у вас есть брендбук с четко прописанным цветом, да, по Пантону или по РГБ, или по СМИКу, это там третий код, вот вы видите тоже, да, это тоже для дизайнеров. У вас таких проблем, ну, как минимум, будет реже возникать эти проблемы. Потому что не все полиграфии, например, прислушиваются. Или не все полиграфии могут выполнить это техническое задание. Давайте дальше пойдем. Следующую страничку. Анатолий. Смотрю чат пока. Ага, ну вроде все. Вроде я на все вопросы ответила, да, пока из чата? Ага, это... Ага. Вот у нас появился следующий слайд, на котором изображен
паттерн, разработанный для архитектуры Якутии. Как видите, в основе этого паттерна лежат буквы, да, опять-таки шрифт, который был разработан, и из него как бы вырастают дома, намекая на направление деятельности архитектуры. Давайте посмотрим дальше. Это белый вариант, да? Сейчас интернет очень. Это темный вариант. Дизайнеры тут в качестве истории сделали, видите, такое одно окошко, светящееся в доме, как бы город из букв, как бы построила архитектура на какой-то объект. Вариант деловой документации и сразу вариант применения паттернов. То есть, если бы у нас опять-таки были просто белые визитки или просто черные визитки, это было бы, возможно, не так креативно, как должно быть у архитекторов. Не так, может быть, японские архитекторы позиционировали бы себя именно так. Ничего лишнего, все очень четко, и, может быть, это могла быть какая-нибудь подпись на визитке всего лишь. То есть подписи японского архитектора должно быть достаточно для того, чтобы идентифицировать это как его визитку. Возможно. Это я сейчас просто придумываю, может, они так не делают. Мне кажется, японцы бы могли. Так, ну, как бы, какой-нибудь там Йоши Ямамото, да, допустим. Ну, это совсем другой человек, он не архитектор, но неважно. В случае с нашей архитектурой мы показываем, чем мы занимаемся. Мы занимаемся архитектурой Якутии. То есть строим дома, какие-то арт-объекты или просто объекты, да, там, культурные и так далее. Так, ну вот вариант деловой документации, вариант, опять-таки, мерчей, внутренней какой-то истории, типа флешки, ручки, еще что-нибудь. Посмотрим дальше. Сейчас будет такой пример, который я хочу на нем остановиться. Ну, это вариант блокнотов, которые можно также использовать как на конференциях, так и для внутреннего пользования сотрудниками. Вариант подарочных пакетов, где можно дарить свои, да, например, ну, ту же толстовку можно подарить молодым архитекторам, почему нет. Рюкзачки вот такие вот предложили, тоже с посылом на то, что архитекторы модненькие. Вариант открыток. Это, опять-таки, мерч, который мы хотели бы, чтобы архитектура Якутии выпускала. Почему нет? Как это может быть оформлено? То есть это как сувенирная продукция. Дальше. Внутренняя документация. Угу. Еще идем дальше. Тоже это варианты презентации. Слева вот мы видим шаблон оформления презентации. Эта презентация имеется в виду PowerPoint презентация, которой часто пользуются представители компаний, каких-то фирм и так далее, для того, чтобы показывать, участвовать в каких-то заседаниях, там, форумах. Поэтому им нужно было. Это вопрос к расширению брендбука внутри, то есть какие можно туда включать разнообразные продукты внутрь. Дальше идем. Это горизонтальный пакет подарочный они нам предлагали. Шоколадочки, как тоже упаковка. Дальше идем. Вот смотрите, расширение, да. Брендбук архитектуры Якутии создавался в ноябре месяце прошлого года, где-то сентябрь-ноябрь прошлого года. И актуально было изготовить вот такие елочные игрушки, которые хотела архитектура дарить своим партнерам. Выглядело физически это очень круто, это было реализовано и выглядело очень хорошо. И смотрите, еще один вариант расширения – это навигация. Система навигации, которая создается для компаний, у которых есть офис, например, или которые хотят в свой офис привести. То есть навигация – это путь клиента и понимание того, куда он придет, и чтобы он туда дошел. Не обязательно это должна быть вывеска на кабинете, это может быть вывеска на здании или указатель на доме, или, вот так вот, в общем, да. Так, варианты указателей, понятно, которые используются у нас также в шрифте. Это все касаемо навигации. И вариант оформления Instagram-страницы. Тоже посмотрите, о чем эта страница хочет сказать. Это совершенно не
перечит. То есть это не какая-то рябь, это не какая-то розовая история, это не какой-то там гранж, это вполне выдержана в общем фирменном стиле страница, которая дает посыл о том, что архитектура Якутии существовала много лет, существует, за какие ценности они топят условно, да, и о чем они хотят своему пользователю говорить. Ну, то есть о каких объектах, о строящихся объектах, возможно, о построенных уже объектах, о том, какую ценность архитектура вообще несет, об этом их Инстаграм. Это вариант просто вариант просто публикации. То есть как можно это делать для Инстаграма. Это заказчик сам попросил, поэтому есть такая тоже история. По-моему, на этом весь брендбук мы посмотрели. Угу. Видите, тут стоит два логотипа, тоже логотип Саусчана и логотип пространства. И год, когда этот брендбук был сделан. На самом деле указание года на самом брендбуке – это важная деталь, потому что мы понимаем, что в дизайне, как и во всем остальном, существуют тренды. Есть тренды на минимал, есть тренды на поп, есть тренды на масс, есть большое количество трендов, есть тренды на мультипликацию, есть тренды на вектор, есть тренды на акварель. У дизайнеров это очень четко прослеживается по годам, по сезонам. И мы, конечно, стараемся в своей работе учитывать не только то, как бренд должен позиционироваться, да, но и то, как бренд должен позиционироваться сейчас, так, чтобы быть актуальным. Есть, конечно, классические вещи, которые никто не отменял, да, но поставить дату изготовления брендбука – это правильная такая идея, правильная история и деталь, которая нам о многом может, в принципе, в будущем, возможно, сказать. Так, друзья, у нас осталось буквально там 10 минуточек. Я попрошу вас, Анатолий, если хотите, сейчас тренд на что? В дизайне сейчас тренд на диджитал, то есть на искусственный интеллект, назовем его так. Сейчас модно создавать эксклюзивные дизайны с применением и помощью искусственного интеллекта. Сложно объяснить на словах. Это буквально не так давно сделали брендбук для сокровищницы Якутии, где в создании паттернов, именно паттернов, участвует искусственный интеллект. И из фотографий изделий, которые были сделаны в сокровищнице, а это, мы понимаем с вами, драгоценные металлы, какие-то камни, какие-то предметы быта прошлых лет, имеющие особую ценность, да, из этих фотографий была сделана мозаика. Жаль, конечно, не могу вам сейчас ее показать, но была сделана мозаика, которая выбирается путем рандома, то есть случайным образом. Калейдоскоп, знаете, как детский вот калейдоскоп устроен, где смотришь и крутишь, смотришь дырочку, крутишь, там камешки внутри переливаются, и с помощью зеркального отражения получается какой-то уникальный рисунок. Так вот, есть программы, мы называем это, я отношу это к диджитал, к искусственному интеллекту, потому что это делает не человек. Программы, которые могут также взять какой-то кусок, сложить, да, из вашей картинки существующей, в нашем случае это фотографии, исходники изделий, представленных в сокровищнице, и сделать из него красивый паттерн. Сейчас эти паттерны используются, уже их сокровищница ввела в оборот новый брендбук, и они используются. Самое классное то, что это неограниченное количество паттернов. То есть каждый день, каждый час, но почему фирменный стиль прослеживается как фирменный стиль, потому что вы сейчас можете подумать, что я как бы сама себе перечу, да, мы должны быть всегда одинаковыми, но при этом вот, пожалуйста, каждый раз что-то новенькое. Стилистика, она сохраняется, то есть человек может идентифицировать это как последовательность, как что-то единое, потому что идея, она одинаковая. Это не 500 красных цветов, это не 30 вариантов написания одной буквы. Это подача, это единый стиль, и
это всегда узнаваемо. Вот так. Так, Анатолий, вы нам для разнообразия что-нибудь включите, а то мы так смотрим на последнюю страничку. Так, еще вопросы. Вот, спасибо написали, спасибо. Но я так понимаю, что по количеству спасибо мы с вами уже заканчиваем нашу встречу сегодняшнюю. Я очень надеюсь, что вам было полезно. На каком-то этапе не заметила, как пролетело время. Если у вас остались еще вопросы, пожалуйста, напишите их в чат или пишите Анатолию, или обращайтесь к дизайнерам, к маркетологам. У нас планируется с «Мой бизнес» еще одна встреча, но уже по другой тематике, да. Буду вас рада всех видеть и надеюсь, что сегодня в течение этих 2 часов для вас какая-то полезная информация прозвучала. Если есть вопросы, пишите, а если нет, то желаю вам хорошего дня. Еще вторая половина рабочего дня впереди. Надеюсь, у вас будет какой-нибудь, может быть, даже в результате этих 2 часов, возможно, у вас будет какой-нибудь, не знаю, инсайт, вы что-то сделаете сегодня необычное, подумайте. Нет, по-моему, закончился. Варианты упаковки тоже смотрим сейчас пока. Ну, мне кажется, у нас, конечно, сегодня была презентация, ну, такая скромненькая, потому что тема была, ну, довольно узкая, да, но большое количество брендбуков было создано, и вот на тех примерах, которые мы сегодня успели посмотреть, мне кажется, ну, довольно понятно, что нет чего-то такого. Единственное, что объединяет все эти 3 брендбука, это то, что понятно они о чем, понятно они для кого условно, да, на кого направлены. Вот, и понятно, что сделано хорошо. Так, ну чат у нас. Так, какой должен быть дизайн наружного баннера? Ну, по-моему, на этот вопрос я постаралась тоже ответить. Самое главное, дизайн наружного баннера должен быть в первую очередь понятным. Если это дизайн продуктового магазина, можете написать продукты. Если это дизайн... То есть баннер вообще какую ценность несет для человека? Ну, для покупателя какую ценность? Это информация. Если вы хотите, чтобы ваш клиент понял что-то, напишите ему об этом. Если вы хотите, чтобы ваш клиент увидел что-то, покажите ему это. Если вы хотите донести какое-то уникальное предложение для своего клиента, ну, донесите до него уникальное предложение. Баннер не может делать сразу все. Это вот, кстати, основная ошибка, когда в баннер пихают все обо всем. Баннер — это не энциклопедия, не книга, не журнал, когда я там осознанно сажусь, его читаю, изучаю, вникаю в каждое предложение. Баннер должен нести определенную, ну, то есть несет цель-то ваша рекламная кампания, а баннер выполняет определенную задачу в рамках этой рекламной кампании. Может быть, баннер может быть направляющим сюда, там, шторы тут. Вот такой может быть баннер. Может быть баннер 24 часа в сутки. Может быть, если вы хотите, чтобы ваш клиент пошевелил мозгами и задумался над тем, а что там 24 часа в сутки делают, допустим. А может быть, это, ну, там, я не знаю, баннер какой-нибудь с красивой девушкой. И написано там «Мы за красоту», ну, допустим, позиционирование какое-то. Все зависит, конечно, от того, что вы хотите. Угу. Ну что ж,
Коллеги, если у нас вопросов больше нет, я, наверное, попрошу Анатолия. Вы все файлы посмотрели же, да? Да, все 5 брендбуков уже изъяснены. Мгм. Ну, тогда давайте прощаться потихонечку, да? Анатолий? Да, можем уже попрощаться, уже завершить наш сегодняшний мастер-класс. Мастер-класс. Да, спасибо большое вам. Хорошо, я очень рада, что вам было интересно. Надеюсь, самое главное, что, я надеюсь, вы послушали меня не как хороший сериал, а как руководство к действию. И вам самое главное, чтобы это принесло пользу. Как говорит мой учитель по маркетингу, в бизнесе важна эффективность. То есть можно сколько угодно учиться, но если это не применять, можно сколько угодно ходить на мастер-классы, но если этими инструментами, полученными на МК, не пользоваться, то это, в принципе, время потраченное впустую. Поэтому предлагаю вам всем, можете посмотреть еще раз чат, можете просто вспомнить в голове, о чем мы сегодня с вами говорили, и как-нибудь сегодня поработать с тем или применить, можно сказать, монетизировать ваши 2 часа проведенного с нами времени. Всего доброго, я выхожу из эфира, буду рада видеть вас на наших следующих встречах, они когда-то у нас будут, да, Анатолий? Я думаю, вы анонс разошлете нашим участникам. До свидания.